Здравствуйте, на телеканале «Салям» и «Ишимбайские новости», в студии Ольга Маркелова. И я вас ознакомлю с последними событиями. Во Дворце молодежи Ишимбая прошло праздничное мероприятие, посвященное Дню башкирского языка. Дата 14 декабря была официально установлена в 2019 году указом главы Республики Башкортостан Радием Хабировым в целях сохранения, поддержки и развития башкирского языка по инициативе Курултая Башкир. Красоту башкирского языка передали в стихах и песнях о родном крае, а выступления музыкантов и ансамбля народного танца «Берхамут» подчеркнули торжественность события. Родной язык передает мудрость народа, его культуру и характер нации. Поэтому в Ишимбайском районе, как и по всей республике, в течение года были проведены мероприятия по сохранению и развитию башкирского языка. Недавно комитетом ЮНЕСКО башкирский язык был включен в перечень исчезающих языков. И вот мероприятия, посвященные году башкирского языка, Дню башкирского языка, конечно же, должны переломить эту ситуацию. Сегодня интерес к языку возобновился, так скажем. Дело в том, что очень много мероприятий было проведено в республике, у нас в районе. Тематические мероприятия способствуют проявлению заинтересованности школьников в изучении культуры и языка родного края. Фондом сохранения и развития башкирского языка было выпущено приложение к смартфонам, которое помогает изучать язык взрослым и в игровой форме детям. И образовательные учреждения, и учреждения культуры внимание уделяли писателям на башкирском языке, о культуре, о любви к своей родине, к своему отечеству. Это, конечно, играет особую такую патриотическую роль в воспитании подрастающего поколения. На мероприятии подвели итоги года башкирского языка в Ишимбайском районе и наградили учителей почетными грамотами. Среди них Альбина Халисова и Хусна Хисамудинова, учителя школы номер 16, которые первыми стали использовать интернет-платформу «Интерактивный башкирский язык». Учитель башкирского языка Файма Тимиргалина много лет работает в школе номер 11 и горда тем, что ее ученики с увлечением занимаются изучением языка и культуры башкирского народа. В нашей 11-й школе желающие ребята очень активные, которые хорошо получается и с интересом изучают башкирский язык. На урок башкирского языка идут желанием, с радостью, ждут. Потому что неделю у нас башкирский язык, неделю один раз. И когда встречаешь детей, обычно начальных классов, они даже выкрикивают «Ура! Сегодня башкирский язык!» и начинают обнимать. Это, конечно, очень радостно. Основная часть народной культуры – песни, стихи, проза – зарождается именно в языке, а продолжается народным творчеством, искусно расписанными холстами и самой колоритной и яркой деталью башкирского национального костюма – нагрудником тошелдерек. Ольга Маркелова, Арсен Рахмангулов для информационной программы. В администрации Ишимбайского района прошло совещание по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом. Данная государственная программа является одним из приоритетных направлений совершенствования миграционной политики Российской Федерации. С 2018 года реализуется подпрограмма оказания содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, в Республику Башкортостан, и программа регулирования рынка труда и содействия занятости населения. В совещании приняли участие представители администрации, Центра занятости, МВД и народностей, проживающих в республике. На постоянное место жительства ждут соотечественников, осуществляющих трудовую деятельность в сферах здравоохранения, информационно-коммуникационных технологий, образования, сельского хозяйства и спорта, а также студентов. Добавлю, как сказала Ирина Соболь, при этом ни одна медицинская организация не имеет права принять на работу иностранного гражданина при отсутствии патента. Соотечественники, которые проживают в других странах, могут обращаться в уполномоченные органы Российской Федерации, функционирующие за рубежом, представительства МВД России или дипломатические представительства, консульства посольств и консульские учреждения.
На пересечении улиц Советской и Мира произошел наезд на пешеходов. В течение суток сотрудниками ГИБДД была установлена машина и водитель, совершивший ДТП. Им оказался 18-летний житель Ишимбая. Возбуждено уголовное дело. С начала года, по данным ГИБДД, совершено 16 наездов на пешеходов. Из них пострадало 13, погибло 4 человека. Работа скорой медицинской помощи важна, а в период пандемии коронавируса еще и опасна. Многие работники вынуждены изолироваться от семьи, друзей и близких, поскольку шансы подхватить инфекцию, стать источником ее распространения очень высоки. Но ишимбайцы всегда могут рассчитывать на помощь врачей. В основном вызовы бывают при травмах, отравлениях, давлении и несчастных случаях. Как изменилась работа врачей скорой помощи и за что они любят свою профессию, смотрите в нашем следующем сюжете. Работники скорой помощи принимают на себя ответственность за жизнь каждого, кто нуждается в помощи. Знания должны быть обширными, их следует обогащать на досуге, читать специализированную литературу. Именно так делает Расим Мухамедьянов, фельдшер скорой медицинской помощи. Он говорит, что только те, кто чувствует себя в этом деле ответственными, могут добиться успеха. Для того, чтобы работать фельдшером скорой помощи, это первым делом не надо зацикливаться всегда на одном, надо лучше в свободное время читать медицинскую литературу и больше узнавать об этом. Мне своя работа очень сильно нравится. От своей работы я получаю только одни положительные эмоции. Ежедневно работать становится труднее из-за пандемии новой коронавирусной инфекции. Ишимбайцы звонят с разными жалобами – ухудшение самочувствия, повышение температуры, травмы, отравления или подозрения на ковид. Заведующий отделением скорой помощи Александр Смирнов рассказал, зачем уточняют возраст, показатели давления и температуры. В течение 7 лет функционирует программа «Промед», так называемая, куда вносится вся информация по выезду скорой медицинской помощи. Если человек вызывал, то есть все это заносится в компьютер обязательно, то есть со всеми данными, с диагнозами, время выезда, то есть время приема, выезда машины, то есть все эти данные занесены в Промед. То есть человек может всегда обратиться и во сколько скорая, то есть вызов поступил. До этого и голосовая запись также проводится. Для врачей, работающих на машине скорой помощи, отдыха нет. Александр Смирнов отметил, что они ежедневно готовы пожертвовать своим здоровьем и даже жизнью, чтобы спасти жизни других. В отделе скорой помощи трудятся 76 сотрудников, по городу 33 фельдшера. 3 врача обслуживают машины скорой помощи. В норме для них выезжать на оказание помощи составляет порядка 2000 раз в месяц. Но в октябре количество случаев вызова скорой помощи в городе и районе составило 2700 раз. В ноябре оно достигло 2900. Цель этого визита, благотворительной акции, было увидеть счастливые лица докторов, врачей. Ведь они делают истинно сложную работу в это нелегкое время, когда людям правда нужна помощь. Мы приготовили очень вкусный тортик медовый для наших работников скорой помощи. Мы желаем им крепкого здоровья. Спасибо за их труд, за выдержку. Пусть у них все будет хорошо, у их семей. Студенты ишимбайского филиала УГАТУ и сотрудники кафе «Бриош» проявили внимание и уважение к труду фельдшеров скорой помощи. Пожелали успехов, поздравили с наступающим Новым годом и преподнесли вкусные подарки. Ольга Маркелова, Ханна Максютова, Ильназ Бекузин для информационной программы. И в продолжении темы фельдшерско-акушерский пункт – это важный социальный объект для сельской местности. Он располагается в наиболее удаленных от участковой больницы населенных пунктах, что обеспечивает медицинскую помощь жителям деревень и сел. Фельдшер или акушерка могут оказать первичную помощь, проконсультировать пациента и провести соответствующие плановые процедуры, сделать укол или поставить систему. Важной деятельностью является родовспоможение и лечебно-профилактическая помощь детям. В деревне Кияуково фельдшерско-акушерский пункт удобно расположили в здании Янурусовской школы. Он полностью соответствует требованиям, предъявляемым к учреждениям здравоохранения. Здесь медицинскую помощь получают более 200 человек. Также в здании был открыт сельский клуб.
Отремонтировать помещение удалось за счет экономии внебюджетных средств. Наш выпуск на этом завершен. Всего вам доброго и до встречи в эфире. Учебный центр «Промстройгаз» имеет более 70 представительств на территории России. В феврале компания открыла свои двери и для ишимбайцев. Основные направления работы – обучение по программам дополнительной профессиональной подготовки, повышение квалификации профессионального обучения. Материально-техническая база центра позволяет эффективно обучать как руководителей компаний, так и специалистов. В перечень 500 направлений входят рабочие специальности, пожарно-технический минимум, первая медицинская помощь, промышленная и электробезопасность. Также получить специальность могут будущие электрогазосварщики и инженеры по охране труда. Обучение проходит на очной и дистанционной формах с использованием мультимедийных систем. Доступна переподготовка на базе среднего и высшего образования. Выпускникам выдается диплом, удостоверение или свидетельство. Адрес: Стахановская, 51. Номер телефона: 8 987 4 800 600. Оформление полисов ОСАГО и КАСКО – это ответственность и обязанность каждого владельца автотранспорта. Центр страхования в городах Ишимбай и Уфа занимается предоставлением услуг по страхованию автомобилей, имущества, квартир, домов, жизни и здоровья. Оперативно застрахует выезжающих за рубеж. Сотрудники Центра страхования проконсультируют по системе ипотечного страхования, подготовят документы на сертификацию ГБО и ТСО, изготовят госномера. Удобно, когда все страховые компании в одном месте. Город Ишимбай, Стахановская, 51, офис 201. Номер телефона: 8 917 76 97 200. Город Уфа, Менделеева, 10. 8 937 84 83 111. Проконсультироваться и оформить полис вы можете с понедельника по пятницу с 9 до 18 часов, в субботу с 9 до 14. Доставка полисов по городам Уфа и Ишимбай бесплатна. 23 декабря во Дворце культуры города Кумертау состоится распродажа от ведущей меховой фабрики Казани. Эксклюзивные новые модели 2020 года, огромный выбор норки и мутона, пенсионерам и подписчикам Instagram шубы Монте, подарки. Акция «Обменяй старое на новое». Приносите любую осенне-зимнюю верхнюю одежду и получите скидку 10 000 рублей на свою новую шубку.